Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. 11 октября региональное управление автодорог объявило тендер на выполнение работ по реконструкции коммунального моста в Кызыле. Цена первого комплекса работ, заявленного на торге, 250 миллионов 914,5 тысяч рублей. Кто будет претендовать на подряд, станет известно после 2 ноября, когда закончится прием заявок на участие в торгах. Возможность начать реализацию проекта, который готовился почти 4 года, появилась после встречи главы Тувы Шалбана Караола с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в марте текущего года, где обсуждались в том числе и вопросы развития дорожной инфраструктуры. В апреле Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому республике в 2017 году в числе 7 регионов России выделили дополнительные средства из резервного фонда правительства Российской Федерации на развитие дорог. Весь объем работ на мосту рассчитан на 3 года и должен завершиться в декабре 2019 года. Вопрос о реконструкции коммунального моста стоит с 2012 года, когда официальная экспертиза установила, что сооружение серьезно пострадало от серии сильных землетрясений. Были выявлены отклонения пролетов от оси опор, трещины в асфальтовом покрытии и другие повреждения. Годом позже конструкции моста укрепили, однако специалисты признали, что это временные меры для моста, который был построен еще в 1964 году и не рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Необходима коренная реконструкция в связи с многократным увеличением нагрузки. В Туве с 3-дневным рабочим визитом побывала член Центрального штаба ОНФ, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина, чтобы проверить, как в республике реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда, капитального ремонта многоквартирных домов и федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ключевой частью приезда эксперта стал рейд по строительным объектам по программе переселения из аварийного жилья. Не секрет, что Тува входит в число нескольких регионов России, где программа переселения затянулась. Сегодня мы посмотрели и смотрим программу переселения из аварийного ветхого. Конечно, программа затянулась. Вот задача Общероссийского народного фронта, знаете, что махать крыльями и теперь кого-то ругать. Вот сегодня задача правильно до конца довести результат работы и все-таки переселить людей. Мы будем ходатайствовать перед Минстроем, что раз так все виноваты. Вот все виноваты. Нет сегодня не виноватых. И Минстрой России, и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Все проморгали сроки. И штрафовать только ТВУ за то, что на 2 миллиона, на 3 миллиона. Это дополнительно 2-3 квартиры. Не надо бюджет дальше оголять. Вот наша задача, и мы будем ходатайствовать, не делать эти штрафные санкции, а до конца довести программу переселения и все-таки переселить людей в правильно качественное жилье. Первым объектом стал строящийся дом по улице Дружбы, 43. 80-квартирный дом возводит подрядная организация ООО «Сугу». Срок сдачи объекта – май 2018 года. Проинспектировав строительную площадку, Светлана Калинина осталась довольна увиденным. Я вот посмотрела по качеству, могу сказать сразу спасибо большое. Делаем уже даже с фундамента и делаем уже на совесть. Пока вижу, что делают хорошо. Там посмотрим по стенам, будем фотографии смотреть, наши девчонки будут за вами следить. Ну, не потому что, а потому что это уже общий проект, потому что мы уже тоже говорим за это свое слово. И надеемся, что к 1 мая мы все-таки увидим готовый вариант. Далее общественники с представителями ЖКХ республики двинулись в микрорайон «Спутник». Здесь по программе переселения подрядной организации ООО «Титан» к скорой сдаче готовится кирпичный 5-этажный дом. Заказчик – Госстройзаказ. Сейчас строим вот второй дом, Упсунурская, 18, на 32 квартиры. Приблизительный срок сдачи где-то, я думаю, что к декабрю месяцу. На данный момент мы решаем вопрос с подачей тепла на данный объект. Черновая отделка, в принципе, в здании выполнена. Сейчас закрываем кровлю. Светлана Калинина, приблизившись к дому, сразу отметила, что отсутствует отмостка. Это водонепроницаемое покрытие, которое должна проходить по периметру здания. Я, честно говоря, не верю в то, что вы правильно сдадите дом до конца этого года. Вот не верю. Я просто понимаю, если вы в течение 2 недель не сделаете отмостку вокруг дома, он так и уйдет в зиму у вас. И значит, стены начнут уже поднимать белый кирпич не вот это вот сверху потеки, а начнут уже снизу у вас идти. Понимаете, я знаю, что будет сырость внизу в домах. Я знаю, что мы приедем и будем вас недобросовестного подрядчика ставить, хотя часть вины, конечно, они ваши.
Поэтому у вас вот сроков ровно 2 недели. За 2 недели я очень прошу посмотреть, чтобы отмостка была вокруг дома сделана. Еще одна проблема объекта – нет теплоснабжения. Подрядчики уверяют, что вопрос решится в течение 10 дней. Вот здесь я тоже смотрю, что сегодня затянули с проведением тепла. Сегодня нет определенных там каких-то еще доделанных результатов внешних работ, а уже надо завершать внутренние, для того, чтобы тоже 15 декабря люди сюда вселились. Сегодня пропишем в сроки, когда будут сделаны полы, когда будут облицованы стены, когда будет все это доведено до логического завершения. И я думаю, мы справимся с этой работой все вместе. Выявленные в ходе рейдов нарушения были озвучены региональным и муниципальным властям на круглом столе. По информации Министерства строительства Тувы, всего в федеральную программу попали 179 аварийных домов. С 2013 года введено в эксплуатацию 10 новых объектов. В 2017 году по сегодняшний день новоселье отметили в 4 домах. До конца года планируется сдать еще 13. Всего же на территории столицы еще строится 20 многоквартирников. Отметим, что по поручению главы Тувы Шалбана Караула реализация программы переселения граждан из аварийного жилого фонда находится на особом контроле. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук накануне представили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. По словам главы Центробанка, банкноты разрабатывались в строгой тайне для защиты от фальшивомонетчиков. В массовом обращении они появятся с декабря. С сегодняшнего дня началась практическая настройка банкоматов на прием новых купюр. В Центробанке назвали новые банкноты инновационными, отметив, что только патентов Госзнака при их изготовлении было использовано 15, а 200-рублевые купюры были сделаны особо долговечными. Новые банкноты будут долговечнее в 1,5 раза по сравнению с прежними. Кроме того, цвета новых банкнот были сделаны особенно яркими для слабовидящих людей. Первыми их получат Москва, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 69 копеек, а евро – 68 рублей 45 копеек. Ты любишь качественные товары по выгодным ценам? Приготовься! Поехали! Мы – магазин «Светофор», и мы экономим ваш бюджет. У нас вы найдете все, что может порадовать вас и ваших детей. Свежие продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, бытовая химия и многое другое. Но это еще не все. Мы обожаем проводить щедрые акции и дарить вам подарки. Приходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. Наличие и под заказ. «Уютный дом», Оюна Курсейды, 54. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Вау! В РБТ.ру акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Так заявляет в этом году меховая компания «Белка», которая готова предоставить доказательства. Мутон по 9 тысяч рублей, норковая шуба по 57 тысяч. На выставке меховой компании «Белка» представлены новые изделия из облагороженной австралийской овчины премиум-класса, а также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха норки, нутрии, бобра, рекса, енота и даже лисицы, а также дубленки и меховые жилеты. При покупке действует рассрочка на длительный срок. Стильные и практичные изделия-трансформеры никого не оставят равнодушными. Основа таких шубок выполнена из высококачественной норки и замши, а капюшон, рукава и подол из благородной овчины. Длинную теплую шубу можно превратить в облегченный стильный вариант для автоледи. Еще один плюс покупки шубы от компании «Белка» – это гарантия качества. Вы можете оценить шубку не только с лицевой стороны, но и заглянуть под подклад в специальный карманчик в боковом шве и увидеть шубку изнутри. Все шубы чипированы. В «Кызыле» можно купить шубу напрямую от производителя. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 12 по 16 октября с 10 до 19 часов.
10 октября около 23 часов в дежурную часть полиции Кызыла поступило сообщение о наезде на мужчину. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что неустановленный водитель, предположительно управлявший иномаркой, двигаясь по улице Байхакской города Кызыла напротив дома номер 6, допустил наезд на пешехода, передвигавшегося по проезжей части. Водитель, не оказав медицинской помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия. В результате ДТП от тяжести полученных травм мужчина скончался на месте. МВД по Республике Тыва обращается к очевидцам ДТП, лицам, владеющим любой информацией, которая могла бы установить обстоятельства произошедшего. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении водителя и транспортного средства, просим позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 566 11 566 29. Конфиденциальность гарантируется. Привыкаем мы к порядку, утром делаем зарядку и встаем мы всякий раз, когда учитель ходит в класс. Это сейчас они все вместе воодушевленно выступают на сцене. А еще каких-то полчаса назад вчерашние детсадовцы с шумной гурьбой готовились войти в актовый зал. Сегодня в стенах 4-й школы Кызыла прошел настоящий праздник – посвящение в первоклассники. Совсем недавно вы пришли в школу, не зная ее правил и законов. А теперь вас можно назвать уже настоящими учениками. Вы проучились в школе уже больше месяца. За это время вы поумнели, повзрослели. Вы теперь не малыши, а первоклассники. Посвящение в первоклассники – это большое мероприятие. Начинается оно с проверки знаний малышей. Сказки, загадки, алфавит, собирать портфель, находить свой класс и правильно вести себя на уроке – все то, что они узнали ранее и что им пригодится в ближайшее время. Среди гостей были и родители школяров. Конкурс посвящения первоклассники, конечно, очень здорово придумано, и детям очень интересно. Я считаю, что очень хорошо. Сегодня вчерашние малыши влились в большую и дружную школьную семью. Накануне работники налоговой службы республики организовали очередной урок налоговой грамотности для школьников Кызыла в целях воспитания добросовестных налогоплательщиков. Ребятам провели экскурсию по зданию и рассказали о видах налогов в Российской Федерации, сроках их уплаты и для чего нужно платить налоги. Особое внимание на встрече было уделено интернет-сервису ФНС России, так как именно школьники являются активными пользователями сети интернет. Урок был построен так, чтобы школьники принимали активное участие в обсуждении вопросов по налогообложению. Мы работаем над тем, чтобы в нашей стране росли грамотные, добросовестные налогоплательщики. Для этого мы проводим разъяснительную работу, для чего нужны налоги, почему их нужно платить и на что расходуются деньги, которые потратили налогоплательщики. Мы рассказываем нашим школьникам всю важность, значение поступления налогов в бюджеты всех уровней. Национальный музей республики совместно с Монгольским музеем Чингисхан впервые в Туве с 27 октября по 27 ноября представляют выставку восковых фигур хан-ханов, где посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения. Выставка будет состоять из 13 фигур. Творческая группа из 40 человек работали над созданием не только внешнего сходства, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Экипировка воина, костюмы выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана. Открыта ветеринарная аптека по адресу улица Комсомольская, 97 в здании ТВ Агроснаба. В продаже имеются кормушки и поилки для птиц разных объемов, аксессуары для кошек, а также кормовые добавки, обеспечивающие эффективную профилактику. Скоро новое поступление антибиотиков, противопаразитарных, витаминно-минеральных, акушерско-гинекологических средств, поступление средств для дезинфекции помещений. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. 14 и 15 октября местами в земледельческой зоне Тувы сохранится временный снежный покров. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ночью -10, -12 градусов, днем +3, +5.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Иордании ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 5 градусов, днем плюс 4. На Полке ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 13, днем минус 14. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура утром минус 10 градусов, днем плюс 1. По всей трассе проезд удовлетворительный.